БМП-2, бронированная машина пехоты. Представляет она из себя достаточно хорошую огневую мощь. Это 30-миллиметровая пушка, стреляющая бронебойно-трассирующими снарядами, осколочно-фугасно-зажигательными снарядами и осколочно-трассирующими снарядами. На броне стоит гильза от 30-миллиметровой пушки. Пушка может сделать около 700 выстрелов в минуту. В принципе, убийственная вещь. Мы провели с ней работу по восстановлению пушки, так как, скорее всего, русские кинули, потому что не смогли с нее отстрелять. И немножко подремонтировали насчет мотора. То есть в нее, так скажем, шманули с РПГ и пробили ей трак. То есть если посмотреть с правой стороны, там будет пробитие, и то есть ее разбули. Ну и, соответственно, отремонтировали, привели ее сюда, где нам послужит еще долго и упорно. Як на вас достати? Тримайте! Дякуємо. Дякую. У меня есть спаренный пулемет ПКТ, который находится с левой части. Стреляет он на 4 километра. Как бы можно пострелять, но неэффективно. Поэтому его используют только в каких-то уже контактах близких там на 2, на 1,5, на километр. Вот эта штука, сказать мое почтение, выкашивает просто все, как и сама пушка. На БМП-2 ставится пусковая установка для птуров, запуска птуров. Модификация ракеты 9М111, 9М113. Чем они отличаются от дальностевого поражения. И, в принципе, у нас и те ракеты есть, как всегда, от русских, которые кидают технику, КАМАЗы с боеприпасами. Это все поставляется тоже к нам. То есть обеспечение у нас есть. А также у нее есть туча, то есть дымовые гранаты, которые находятся справа и слева от башни. На данной машине не надо экипаж 3 человека, можно и сделать экипаж 2 человека, механик, водитель и наводчик. В скором этапе у нас будет задача, где мы будем просто жестко кошмаривать с этой БМП пидоров. Так что живи Беларусь, слава Украине!